к лекциям вы можете узнать на сайте нашей библиотеки. Обратите, пожалуйста, внимание, что за полчаса до начала мероприятия на сайте библиотеки появляется ссылочка на онлайн-трансляцию. Наши беседы затем я хотела бы вам сказать, что кто из нас пришел сегодня, не знает, мероприятие наше проходит ежемесячно, один раз в месяц, каждые третье воскресенье. Мы сегодня занимаемся беседами, поскольку у нас назад идет. А также каждое третье воскресенье месяца идите, пожалуйста, за информацией или оставьте свои контактные телефоны, которые вам удобно получать информацию. Ну, а сегодня я представляю слово отцу Филиппу. Сестрина Света Казанского храма и секретарю Секретарства. Спасибо. Ну что, добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Я поздравляю всех с воскресным днем. Сегодня у нас такая сложная тема, которая касается, в принципе, каждого человека. Человек болезнь, и мы все с вами сталкиваемся с болезнью и понимаем, что человек состоит из трех частей. Это тело, душа и дух. Что душа носит к смерти, что она вечная, ей принадлежит право продолжать бессмертный путь, ну а наше тело, оно тленно и приходит из праха в прахов путь. Естественно, оно подвержено болезни, которые одолевают нас с момента появления на свет. Почему человек болеет? Что такое болезнь? Чем она связана? Какие последствия болезни? И как она проявляется искаженно в современном мире? Ну, время у нас очень короткое, всего 1,5 часа мы сказали. И за это время вряд ли мы с вами обсудим все вопросы. Ну, хотя бы общее понятие мы с вами обсудим, и если у вас будут вопросы, если будут пожелания, то мы с вами можем встретиться еще раз, если у вас такое появится желание. Самым главным, наверное, тем понятием, которые должны определить наши отношения к болезни. Но первое я сказал, да, о том, что мы с вами смотрим на человека как трехсоставное существо, высшее творение, созданное Господом, которое состоит, как я уже говорил, да, из тела, души и духа. И второе понятие, на которое мы с вами будем ссылаться сегодня, это, конечно же, последствия первородного греха, которые привели человека к появлению болезни, то есть лишили его бессмертия здесь на земле. Потому что изначально замысел Творца, конечно, был более высокий. Он был предназначен, человек был предназначен как высшее творение для бессмертия. И первые люди, Адам и Ева, которые жили в раю, которые не имели никаких попечений, они должны были жить бесконечно, вечно и не иметь каких-то попечений о земных, скажем, делах. Ну вот, как изменилось все? Как изменилось из падения человека? Знаете, что человек согрешили Адам и Ева, они захотели стать как боги и были изгнаны из рая. И вот это изгнание привело к тому, что человек стал испытывать боль. Он стал испытывать боль. Женщина стала в болях рожать детей своих. И человек должен был и должен сейчас добывать себе хлеб насущный потом и кровью. Так написано
в Библии, так и в Ветхом Завете. И, конечно, это тоже говорит о том, что болезнь, как напоминание о нашем несовершенстве и о нашем падении, о падении наших родителей. Конечно, духовные последствия преодолеваются с помощью крещения, и мы с вами знаем, что человек, приняв крещение, он частично прощается за совершенный родителями первородный грех. Но у него остаются последствия. Последствия духовные и телесные. Так вот, духовные последствия – это понимание бесконечной пропасти между Богом и человеком, который, я думаю, что вы всегда ощущаете. И невозможность преодолеть эту пропасть, приблизиться к Богу, напоминает нам о грехопадении наших прародителей. И второе – это телесные последствия. Ну, еще одно понятие, да, духовное – это богооставленность, когда мы с вами чувствуем, что Бог нас не слышит, Он видит, мы обращаемся с вами, и вдруг ощущаем, что Бог оставляет нас, и Он не слышит наших просьб. Так вот, это богооставленность, такое ощущение, это тоже последствия духовных первородного греха. Ну и, конечно, телесные. Телесные – это ощущение боли и болезни. Так вот, что было до падения человека? Благодать была внутри человека, а соблазн вне его. Человек вел праведную жизнь при возможности грешить. А праведность была в действии человека, то есть человек был изначально праведным. А грех, возможность человека переправить была как действительность, а грех как возможность. То есть как возможность. Не как реальность, а как возможность. И физическое состояние человека находилось в состоянии бессмертия. То есть человек до падения наших родителей был бессмертен. Что же поменялось после падения, после совершения греха Адама и Евы? Благодать стала вне человека, а соблазн внутри него. Внутри нас. Соблазн внутри нас. Человек стал грешить, и только при возможности вести праведную жизнь. То есть грех стал в действии человека, а праведность – возможность человека, или грех стал как действительность, а праведность как возможность. Смотрите, как поменялось, да? Что если праведность была реальностью, в которой жил человек, а грех был возможностью, то сейчас это поменялось наоборот. Грех – это жизнь человека, а праведность – это возможность. Можно вести праведную жизнь, но человек, повредившись от этого падения, природа его повредилась, и он живет во грехе. И грех – это как бы основа жизни человека. И физическое состояние, понятно, стало невозможностью бессмертия. Вот что поменялось до падения и после грехопадения. Смотрите, как все грех был как возможность, а праведность было естественное состояние. Если было бессмертие предназначено для человека, он изначально был бессмертен, то все после падения, все поменялось. Соблазн стал внутри, грех стал нормой жизни человека, праведность стала возможностью, и человек потерял бессмертие. Вот эти понятия нужно четко тоже воспринимать и понимать, как все изменилось в человеке. Когда мы с вами смотрим теперь на немощь нашего тела, поскольку мы лишились бессмертия, то жизнь человеческая, она ограничивается определенным количеством дней и лет. Если первые люди после грехопадения, мы сами знаем, жили по 900,
700, 600, 400, 200 лет. И постепенно с отдалением от грехопадения продолжительность жизни человека сокращалась. Если мы почитаем Ветхий Завет, чем мы с вами дальше отдаляемся от грехопадения, тем больше сокращается жизнь человека. И вот мы приближаемся к моменту, когда псалмопевец Давид пишет 2000 лет назад, 3000 лет назад, он пишет о том, что человек живет 70 лет, а сила 80. И вот тот предел, которого достигает человек вследствие греховного образа жизни. Так устроено, что, отдаляясь от своей праведной жизни, которая была нормой, человек узнает все новые и новые соблазны. Опять-таки мы с вами, вот, говоря о том, с чего мы начали, да, о том, что соблазн был вне, и человек был в стороне от соблазна, от страстей, которые одолевали окружающий мир, но не касались его внутреннего мира. Так вот сейчас, когда мы с вами обратимся к нашим помыслам, словам, поступкам, мы понимаем с вами, что соблазн находится внутри нас. Эта борьба, которая началась тогда с падения Адама и Евы, она продолжается бесконечно внутри нас. Это борьба между праведностью и грехом, борьба между светом и тьмой, борьба между добром и злом, борьба между Богом и человеком, Богом и дьяволом. Это бесконечная борьба, в которой мы с вами проживаем. Так вот, обращаясь к понятию болезни, сейчас сначала поговорим, что такое здоровье, да? Если говорить о здоровье, то это, конечно же, понятие очень относительное. И каждый нет совершенного определения понятия здоровья. Это может быть совокупность физического, экономического, социального благополучия человека, как вот определение Всемирной организации здравоохранения говорит нам. Но это все очень относительно, потому что у каждого человека есть свое понимание здоровья. Кто-то считает, что здоровье – это совершенная физическая форма и отсутствие болезней. Кто-то считает, что здоровье – это когда ты открываешь глаза и начинаешь наблюдение, слава Богу, что ты живешь, и это уже здоровье. То есть это понятие относительное. Нет абсолютного понимания здоровья человека. Ну вот, а если говорить о болезни, конечно, болезнь можно определить как, если с медицинской точки зрения, это как заболевание отдельного человека, как нозологическая единица, или как вообще как социальное или биологическое явление. Вот если подходить к определению болезни, мы с вами поговорим сначала о понятии медицинском, а потом перейдем с вами уже к духовному пониманию о тех страстях и тех болезнях, которые возникают в результате наших страстей. Так вот, если говорить об определении, то самое короткое определение болезни дал Рудольф Вирхов, ученый, который занимался, это биолог, который занимался многими вопросами медицины. Он сказал: жизнь при ненормальных условиях. Жизнь при ненормальных условиях. Вот очень короткое определение, которое дает нам Рудольф Вирхов.
Ну, а если говорить о определении наших уже ученых, ну, в частности, Сергей Петрович Боткин, очень известный ученый, наследию которого мы очень часто обращаемся, он пишет так. Понятие болезни неразрывно связано с ее причиной, которая исключительно всегда обуславливается внешней средой, действующей или непосредственно на заболевший организм, или через его ближайших или отдаленных родителей. Характеризуя биологическую сущность болезни, как Лингот написал, всякое нарушение равновесия, невосстановленное приспособляющей способностью организма, представляется на форме болезни. Реакция организма на вреднодействующее влияние внешней среды и составляет сущность болезни. Смотрите как. Реакция организма на воздействие внешней среды является сущностью болезни. Мы с вами можем, конечно, порассуждать, да, и привести пример из своего опыта. Я знаю, что всякий сидящий здесь в этом зале испытывал болезненное состояние. Как воздействует наша внешняя среда? Ну, неблагоприятные условия, холод, воздействие влаги, воздействие жары вызывает болезненные изменения в организме. Внешнее воздействие болезнетворных бактерий, вирусов тоже влияет на состояние человека, вызывает болезнь. Но мы скажем с вами еще другое явление, социальное явление, да? Взаимоотношения с окружающим миром. Например, взаимоотношения в семье, взаимоотношения в коллективе, где вы работаете, взаимоотношения в том социуме, в котором вы находитесь, неблагоприятное стечение обстоятельств или взаимоотношения вашего с окружающей средой тоже приводит к нарушению внутреннего состояния. Оно приводит к болезни. Так вот, мы следуем с вами вот этому определению медицинскому и будем как бы это очень близко к нашему христианскому пониманию, потому что все-таки это влияние внешней среды, это состояние, конечно, внутреннее, но преодолевать мы с вами должны свое духовное состояние, правильно? Мы говорим, это влияние на ваше тело. Но вот есть еще бессмертная душа, о чем мы начали с вами говорить. А как в этом случае? Как преодолевать это воздействие? И влияет ли как-то окружающая среда на бессмертие нашей души? Вот здесь мы с вами тоже должны порассуждать сегодня и на конкретных современных примерах, ну, понять, насколько мы сами склонны повреждать свое внутреннее состояние. Конечно же, несомненно, отвечая на вызовы вот, современного состояния окружающей среды, которая бесконечно, изощряясь, все больше и больше влияет на здоровье человека. Я думаю, что вы со мной согласитесь. То, что происходит, ионизирующая радиация, и неблагоприятное питание, изменение в питании, все это, несомненно, влияет, все это вызывает болезни. Это несомненно. Это несомненно. Но все-таки любое воздействие внешней среды можно преодолеть внутренним сопротивлением. Гармонизация отношений между внутренним состоянием и внешним состоянием. То есть гармония человека, его гармоничной жизни. Вот здесь мы с вами перейдем немножечко к другому, к духовным понятиям, которые тоже говорят нам о последствиях, почему мы с вами начали с этого, да? Потому что способность болеть
и умирать. Это все-таки последствия первородного греха. И поскольку исчезает возможность у человека, возможность бессмертия здесь в этом мире, тело становится подверженным внешним условиям, а душа человека, его духовное состояние подвержена тем искушениям и соблазнам. Вы сами вспомните, да, что появляется после грехопадения. Грех и соблазн становятся нормой для человека. Страсти, которые одолевают человека, они становятся причиной его телесных болезней. Мы с вами сейчас обратимся к классификации страстей, самых основных страстей, которые пишут наши святые отцы. И потом посмотрим, какие болезни могут приводить эти страсти человека. И дальше мы посмотрим, как они влияют на поведение человека и развитие медицины. Если говорить о том, что, конечно, медицина возникла с первых времен, когда человек после грехопадения, понятно, что приобретя болезни, человек должен получить излечение. Сначала интуитивно он сам искал средства для излечения болезней, а затем уже появилось врачебное искусство, когда люди специально обучались и исцеляли, хотя бы изучали болезнь человека и пытались исцелять его от тех или иных недугов. Но все-таки, прежде всего, в основе каждой болезни, если мы говорим все-таки о болезни, лежит духовное повреждение. Это основа болезни. Вот если проложить цепочку, то как возникает болезнь? Духовная причина, грех или страсть, более общее понятие, которая при отсутствии покаяния, если человек не изменяет свой образ жизни, приводит к функциональному нарушению. Функциональному нарушению, которое временное нарушение действия того или иного органа, системы, скажем, сердца, или пищеварительной системы, или нервной системы. Функциональное временное нарушение. Временное нарушение, которое при покаянии, при изменении своего поведения исчезает полностью. Итак, вот первый этап – это духовное рождение, функциональное изменение, и следующая стадия – это органическое повреждение. Это непосредственно возникает болезнь, которая уже приобретает те или иные явные клинические симптомы, которые фиксируются лабораторными анализами или дополнительными методами исследования. Это вы все знаете, я не буду вам рассказывать, потому что вы ходите все к докторам, и вы иногда приходите, сдаете анализы и говорят, что у вас изменились анализы крови, что у вас изменилась кардиограммка, что у вас есть изменения на рентгенограмме легких, на УЗИ органов брюшной полости и так далее. То есть те изменения, которые можно затормозить, можно предотвратить развитие болезни, но болезнь будет с вами существовать уже, потому что функциональная стадия перешла в органическую стадию, когда изменения, возникшие в организме, они уже необратимы. Их можно затормозить, но их невозможно вернуть в обратное функциональное состояние, состояние изначально здорового организма. Так вот, возникает вопрос, а как нам предотвратить болезнь, как нам распознать, что может стать причиной болезни? Так вот, святые отцы помогают нам в этом классифицировать страсти, которые чаще всего одолевают человека, и греховные наклонности, поступки, которые совершает человек.
Преподобный Христиан Римляnin, Иоанн Синайский, Иоанн Бесович, Ефрем Сирий, Иоанн Дамаский в качестве главных страстей духов зла и страстных помыслов называют чреволюбие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Иногда есть сочетание, конечно, страстей. Несомненно, в человеке есть сочетание этих страстей. И вот Христиан Римляnin отмечает, что страсть бывает двух родов: естественные, зарождающиеся из естественных потребностей, вы сразу не назовете, да, конечно, это чревоугодие и блуд, это совершенно естественные потребности и страсти, которые доливают человека, и неестественные, например, сребролюбие. Это неестественные страсти, касающиеся нашей естественности, сребролюбие. Но касалось сребролюбия, никакого отношения к телу нашему не имеет, согласитесь. Это приобретение. И дальше, вот если возникают эти страсти, они как ниточка нанизывают на себя другие страсти. Появившиеся такие страсти, как чревоугодие и блуд, дальше переходят в тщеславие и гордость, сребролюбие и гнев. Ну а если говорить о дальнейшем развитии, то, как правило, все это приводит к унынию и печали. Уныние и печаль. То есть гордость человека и тщеславие никогда не приводят к радости быть миром. И рано или поздно приводит человека к унынию и печали. Если кто-то из вас имеет это временных таких, но временных радости в кавычках, да, от обретения власти, или же каких-то успехов, которые временные человека, то человек не может быть постоянно успешным, согласитесь, правда? Он бесконечно не может быть у власти, потому что приходит рано или поздно время, когда он должен расстаться с властью. Если человек понимает, что это неизбежно, что это естественный ход времени, то есть благодарностью поднимает даже 6 месяцев или год этого времени, когда он что-то может сделать для других людей, или когда он обладает талантом, голосом или каким-то прекрасным драматическим своим даром, он дарит этот талант свой людям, и он благодарит за то, что хотя бы год не смог подарить людям что-то. Тогда он спокойно переходит в другую фазу своей жизни. Он находит новое свое применение, приобретает новый талант, и жизнь его продолжается также радостно и благочестиво. Но очень часто, если вы обратите внимание, но это подогревается и, конечно, современным отношением к власти, к таланту, когда человек, хотя бы побывав 6 месяцев у власти или 6 месяцев, будучи на вершине какого-то успеха, он не может расстаться с этим состоянием. Если он не может расстаться с этим состоянием, если он не благодарит Бога даже за эти 6 месяцев, то у него после лишения вот этого времени возникает уныние и печаль. Уныние и печаль, несомненно, приводят к болезни. Болезнь, потому что это естественный исход состояния отчаяния, уныния, печали, потому что если затянувшееся такое состояние очень часто приводит к серьезным повреждениям. Сначала функциональным, когда человек попадает с какими-то неврозами или с какими-то расстройствами, может быть, какими-то временными сердечными болями, головными болями, которые, в общем, поправимы, если стоит не только вернуть в состояние радости
восприятия окружающей жизни, эти болезни проходят. Если этого не возникает, то возникает, как я говорил, следующая стадия уже органических изменений, когда человек тяжело заболевает. Так вот, конечно, мы с вами должны понимать, что лечение человека начинается с покаяния. Покаяние, которое является главным духовным лекарством лечения любой болезни. Следующий очень важный момент, на который нужно обратить внимание, о том, как человек воспринимает свою болезнь. Опять-таки мы с вами говорим о том, что временный смерть, временное пребывание в власти, временное обладание каким-то количеством денег должны вызывать чувство благодарности у человека. А если этого нет, то у человека, вот как я говорил, это возникает уныние и печаль, и, соответственно, он точно так же будет относиться к возникающей болезни, она будет вызывать абсолютно разные отношения. Вот как воспринимать болезнь? Почему болезнь посылается человеку? Опять-таки, обращаясь к духовному наследию, мы говорим, почему посылается болезнь человеку? И вот святые отцы нам говорят, что как вразумление, первое, второе, как испытание, и третье, как венец славы. Давайте рассуждать. Вразумление. Болезнь посылается как вразумление. Человек совершает, у него есть какие-то способы, у него есть грехи. Для того, чтобы остановить его в своем дальнейшем поведении, Господь посылает человеку болезнь. Посылает человеку болезнь для того, чтобы его вразумить. Это может быть кратковременная болезнь. Ну, знаете, иногда человеку посылается обычное легкое-простудное заболевание. Это вирусное заболевание, ну или какое-то там недомогание легкое. Когда человек среди повседневной своей суеты, когда он бежит, вы знаете, человек, как он бежит какую-то станцию, он бежит, он рождается, начинается бег, бежит, и не это должно остановиться. И можно посмотреть, что находится по бокам, кто рядом бежит, что он пробежал и что впереди. Он бежит, как, знаете, заданной какой-то программой, он бежит, забывает посмотреть по сторонам. И вот надо делать остановку. И вот если вы не делаете остановки, вот эти предыдущие, своим бесконечным бегом, потому что, знаете, вот, иногда просто абсурдно бывает ситуация, когда человек бежит, и, представляете, с ним падают рядом близкие люди. Уходят люди, близкие, дорогие, которых он даже не успел узнать, поговорить с ними. И он снова бежит, и даже не видит, что рядом с ним нет близких людей. Он продолжает это делать. И когда-то уже, когда он подходит к финишу, потому что в конце концов есть финишная черта, он туда доходит рано или поздно, ну, то есть Господь ставит ему финишную черту рано или поздно, в зависимости от его состояния, опять-таки от состояния телесного, ну, прежде наипаче всего духовного, конечно, или телесного. И вот человек завершает свой путь, но он понимает, что это очень короткий путь. Помните, что мы с вами говорили, да? Псалмопевец Давид. Человек живет 70, а в силах 80 лет. Ну мы что с вами думаем, да? Приближившись к этим цифрам, мы с вами думаем, но это все остальные. Мы-то с вами что? Мы-то с вами крепкие, мы будем дольше, но ведь это закон, который не мы с вами сотворили.
И приближаясь к этой черте, мы с вами даже понимать, что финишная черта близко, близко. И мы с вами должны обязательно посмотреть, насколько мы близко к этой финишной черте. Так вот, в разумении, посередине пути человека вдруг останавливает болезнь. Он выпадает из своего обычного ритма, из своего бега, из суеты и заболевает. Он не может ходить на работу, он не может выполнять свои обычные обязанности, он лежит дома, неплохо. И вот тут он начинает понимать, что есть ценности, которые обязательно должны быть в твоей жизни. Какая самая главная ценность в жизни человека? В самом это любовь. Любовь. Любовь к жизни. Вот ты же в этот момент понимаешь, а ты вообще как-то являешься ли хотя бы предметом любви? И вдруг ты понимаешь, что как ты заболел, никто к тебе не приходит, а ты бежишь со своей людьми. И ты заболел, никто к тебе не приходит, никто к тебе не звонит. Ты начинаешь сожалеть и понимать, что есть, оказывается, другие ценности. Ты бежишь, зарабатывая бесконечные деньги, но не понимаешь, что есть то, что выше этого. Заслужил ты любви. Сделай ты сам милость. Когда мы читаем притчу о милосердном смирении, мы с вами четко понимаем, кто твой ближний? Ближний, сотворивший милость. С человеком, который требуется, который нуждается в заботе. Это ближний человек. И забота, попечение, проявление любви. Вот когда мы с вами пробегаем эту жизнь, да, мы с вами не видим людей, которые нуждаются в нашей любви. И сами, считая себя сильными, а это уже проявление гордыни, мы с вами говорим, мы не нуждаемся в любви окружающих людей. Но Господь нам делает остановку. Он дает нам болезнь. И говорит, хорошо, давай сделаем остановку. Я дам тебе болезнь, ты посмотришь, любит ли тебя кто-то вокруг и любишь ли ты окружающих людей. В этот момент очень важно, дорогие мои, сделать самый главный вывод такой, как мы относимся к окружающим людям. Оказавшись на больничной койке, прежде всего должны подумать о том, а что я делаю для ближних своих, что сделаю для меня моих ближних, не совершаю ли я против своих близких, не совершаю ли я против Бога, который дал мне возможность пройти этот путь, не совершаю ли против себя. Это как бы я свой талант, а делаю ли я то, что нужно в этой жизни. И вот так мы с вами, пройдя 5-7 дней болезни, мы с вами можем начать совершенно новый путь, если мы правильно воспримем. Если же мы с вами, наглотавшись таблеток, как обычно мы с вами делаем, да, бежим снова на работу, ничего не понятно, для чего болезнь, для чего нам. А может быть, стоит на 3 дня все-таки остановиться, а не бежать, сломя голову на работу и выполнять свои обязанности суетные, которые никогда не кончаются. Знаете, что суета, она была до нас, при нас и будет приходить. Она никогда не закончится. Не думайте, что вы являетесь центром этой суеты. Нет, мы не центр, мы правильно этой суеты. И вот тогда нужно, может быть, остановиться на 3 дня, подумать, сказать, что со мной произошло, почему я заболел. И тогда ты сделаешь правильный выбор. А если ты продолжаешь наглотаться своими мыслями, бежать дальше, ты ничего не поймешь. И вот тогда Господь может тебе послать более серьезное разумление. Даже не разумление, а болезнь как испытание. Да, человек иногда заявляет, что он совершенен, что он
многого достиг. Многие даже воцерковившиеся люди, которые начали свой церковный путь, считают, что они уже достаточно духовно опытны, и они все испытания несомненно преодолели. И вот тогда, как проверка прочность, Господь посылает и направит более серьезные болезни. Когда человек выпадает из этого бега не на 5-7 дней, не на 200, не уже какой-то месяц проболит. Но это же такое короткое время по сравнению с тем, что мы проходим. Но дается нам более серьезные испытания. А как ты пройдешь вот этот период времени? Во-первых, испытание нашей любви, испытание нашей верности к Богу, испытание нашей веры. А будешь ли ты в болезни вызывать священника, исповедоваться, причащаться, собороваться? Будешь ли продолжать молиться или будешь сожалеть себя, сказав, что я больной, я не могу читать молитвы утром, вечером? Я не буду читать Господи, потому что видишь, как я немощен. Но сила эта Божия в немощи совершается. И обращение к Богу в этот момент дает как раз нам силу. Вот Господь испытывает нашу веру, нашу любовь, крепость нашего духа, проверяя нас, насколько мы пройдем эту болезнь, не нарушив тот духовный опыт и тот духовный уклад жизни, который мы уже приобрели, начавши читать утренние и вечерние молитвы, начав путь покаяния. И тогда Господь проверяет, насколько мы крепки. Если мы выдерживаем испытания, мы продолжаем дальше свой путь. И тогда Господь, даже дав нам какие-то хронические болезни, боли, которые мы, несомненно, даже испытываем. Вот вы, дорогие братья, даже знаете, что проявление боли, боль – это ведь совершенно естественное состояние. Боль – это один из признаков несовершенства нашего естества. И человек должен испытывать боль. Невозможно прожить жизнь, испытавши боль. Но опять-таки мы с вами даже по-другому смотреть, чисто с медицинской точки зрения, есть боли, которые нельзя оставлять без внимания. Потому что, опять-таки, вот еще один такой очень важный момент, когда некоторые люди говорят, что ну, а зачем тогда лечиться? Нужно воспринимать болезнь как естественное состояние, как испытание, которое будет проходить. Не надо мне вызывать скорую помощь, не надо мне обращаться к врачу, принимать лечение, а зачем тогда дает острые боли? Нам Господь проявил. Значит, для того, чтобы мы все-таки преодолели, это есть возможность преодолеть эту болезнь. И мы с вами на это тоже должны обращать внимание. Если возникают какие-то острые болезни, острые приступы, острые боли, мы с вами должны с ними справляться не самостоятельно, а тех, кого Господь наделил исключительно. Это тоже очень важный момент. И вот, когда человек, пройдя это испытание, он духовно укрепляется. Вы заметите, что пройдя через серьезные заболевания, люди, которые правильно понимают вот эту бесконечную любовь Бога к человеку и помышлению о нем, они укрепляются в вере. Они становятся сильнее, они исцеляются от болезней и дальше продолжают свой путь. Еще давайте тогда обратимся, а вы мне зададите вопрос, а как же онкозаболевание? А что это? Когда человек вдруг среди полного благополучия заболевает тяжелой неизлечимой болезнью. Не только онкологические заболевания, да? Есть тяжелые другие заболевания центральной нервной системы, периферической нервной системы, заболевания внутренних органов, когда человек приобретает тяжелые неизлечимые болезни, которые постепенно прогрессируют и неизбежно заканчиваются его кончиной. А что это такое?
Это что, не любовь Бога к человеку? Спросите вы. Ну, а ситуация говорит нам по-другому. О том, что тяжелая неизлечимая болезнь, если это какое-то заболевание, дается человеку как конец славы. На исходе своего жизненного пути, приобретая тяжелую болезнь, человек закаляется как гармония, испытывая тяжелые боли, ограничения в передвижении. И понимая, что это неизбежно закончится переходом в вечность, человек очищается от своих грехов. Это с помощью чего он исцеляется? То есть с помощью духовных средств таинств, которые дал Господь в Евангелии. Через исповедь, причащение, никто еще даже не пришел, принимает причащение, готовится, понимая, что через это Господь его испытывает и готовит к переходу в вечность. И вот когда мы с вами правильно относимся к этому, и с вами спокойно относитесь к тому, что жизнь человеческая имеет определенные рамки. Она не может здесь, на Земле, продолжаться бесконечно. Потому что рождение человека – это начало пути к смерти. Это вполне естественно. Как бы мы ни хотели с вами воспринимать, но дети, кстати говоря, они воспринимают это намного легче и намного правильнее. Они, если вы заметили, что дети вот до 5 до 7 лет, они живо интересуются. А что будет после смерти? А что такое смерть? А где находится наша там бабушка? А где находится человек, с которым рядом? Они совершенно спокойно к этому относятся. Потому что для них это естественное состояние, они еще не повреждены грехом повседневным, который для них еще открыто общение с этим невидимым миром. Они ведут ангельское житие, и поэтому этот вопрос будет совершенно естественной планеты. Они видят, что жизнь будет продолжаться вечно. Вот младенцы, они понимают, что жизнь будет продолжаться вечно. И только узнав, что такое грех, приобретя вот этот житейский опыт, они начинают закрываться от этого невидимого мира. Так вот, мы когда с вами оказываемся в болезни, когда мы с вами приобретаем тяжелое лечение болезни, Господь дает нам возможность вернуться в это состояние детского восприятия. Нормального детского восприятия жизни и смерти. Это естественное течение времени, ход времени. И в этом ничего страшного абсолютно нет. И даже единственное, что мы сами, дорогие братья и сестры, должны понимать, что предвосхищать час своего кончины и пытаться его узнать тщетно, греховно, бесполезно. Потому что никто не знает ни дня, ни часа, только Господь. Только Отец Небесный знает время наших ночей. Приближать или предвосхищать его нельзя. Надо уповать на милость. И вот человек, находящийся тяжелой болезнью излечения, он приобретает венец славы из-за терпения, с пониманием, с любовью к ближним, благодарностью Богу, за принимание. У него есть возможность стяжать Царство Небесное, войти в Царство Небесное через свои тяжелые неизлечимые болезни. Вот мы с вами разобрали. Итак, болезнь, да? Для чего дается человек болезнь? Как разумление, как испытание, как венец славы. Так говорят нам святые отцы. Ну, основные понятия мы с вами разобрали. Давайте теперь еще, сколько у нас по времени? Давайте перейдем к такому практическому. Аж какие страсти, какие болезни вызывают вообще, и с чем мы должны бороться? Понятно, что вот я еще раз хочу сказать, что за
Эта лекция слишком короткая. Я только схематично вам определяю понятие, потому что рассуждать нужно очень долго. Вы понимаете, что это вопрос, бесконечно вызывающий множество вопросов. Мы с вами сегодня очень схематично говорим об этом. Я пытаюсь касаться каких-то богословских вопросов, но опять-таки думаю, что вы должны просто об этом задуматься, что-то для себя уяснить, подготовиться, и в следующей нашей встрече, может быть, уже более действительно глубоким осмыслением, с ним более глубоко посмотреть на строение человека, или промысел Божий человека, то есть это будет более серьезно. Ну, или кто-то подбивать, что он это. Итак, чаще всего, как пишут у нас сын, священнослужители, и сейчас, к сожалению, вот это очень серьезный вопрос, когда по разным данным от 50 до 30% человечества страдает психическим проблемами. Это, к сожалению, эпидемия, которая оказывает наши. Ну, я не буду говорить о том, что действительно вы сами видите, сколько проявлений психических заболеваний проявляется. Говорите мне неадекватность людей, их поведение, искаженность и так далее. То есть это даже можно, врач, который сидит в экране телевизора, часто может поставить диагноз нет, отвечает, к сожалению, великому сожалению. Но человек просто не замечает и не приходит к духовному осознанию своего болезни. И вот такие рисуют приводят, например, таким болезням. Да? Ну, вот часто заболеваем шизофренией, например, хотя генетически это обусловленное заболевание, но все-таки своеволие, самоуверенность, самолюбование, безответственность, они очень часто приводят к развитию тяжелой формы. Чем лечится? Верой, послушанием, определенностью. Эпилепсия, жестокость, самонадеянность, нетерпение, упрямство, врачуется жалостью, надеждой, терпением. Алкоголизм. Что это такое? Это любовь к своей плоти. Любовь к своей плоти, когда человек страдает сластолюбием и удовлетворяет свои плотским похотям. Депрессивное состояние, тоска, печаль, уныние, саможаление, все это тоже приводит к депрессивному состоянию. Ну, понятно, что если мы говорим о суицидальных тенденциях, то есть это отчаяние, нетерпение временных трудностей и так далее. Ну, а если говорить уже о психосоматических заболеваниях, то несколько примеров, которые явно уже описаны в святые отцы, и медики согласны. Язвенная болезнь, трусость, опасливость, желание быть в хороших отношениях со всеми и неправильное отношение к окружающему миру, то есть отношение к выстраиванию человека. Ну, облигующая гаркирус, болезнь, которая часто относится к болезни сосудистой хронической, поязвимость. То есть для человека постоянно испытывает чувство страха, спазм сосудов, и просто растет ведет на последствия. Периферная астма, напористость. Когда человек начинает неправильно дышать, хотя это, конечно, заболевание чувства внутренней иммунной системы,
Мы с вами должны вот что сказать. Я, конечно, сейчас вам привожу такие примеры. Сам как врач, конечно, понимаю, что это может быть слишком какие-то нелинейные причины болезни. Но хочу вам сказать, еще раз возвращаюсь к тому, чего мы с вами начали. Что каждая болезнь имеет духовную причину. Каждая болезнь имеет духовную причину. И начинается она имеет духовную причину. Это паракианазма, напористость, когда человек часто спорит, когда он неправильно воспринимает окружающий мир, возникающие спазмы дыхания, из-за детской воли, она может привести и зафиксироваться, и привести к тяжелым последствиям, а затем уже привести к органическим изменениям. Ну, тиреотоксикоз. И тиреотоксикоз, как я сам не понимаю, могу сказать, что тиреотоксикоз, конечно, это тоже такой, наверное, рождение не по-разному, когда человек слишком категорично относится к окружающей жизни. Но я вот описывал несколько книжек, такая «Жизнь жизни». Может, что давно уже по поводу библиотеки своей находился, можно сказать, несколько отрядов, которые находили эту книжечку уже давно уже, там я привожу несколько примеров, в частности, проявления этих духовных побуждений на внешний облик человека. И там я привожу такой пример, когда была одна прихожанка, молодая, очень симпатичная, которая очень нетерпеливо относилась к окружающим людям. Она осуждала окружающих людей, как не по-разному проявляла рождение. Вот, и вдруг она заболевает. И через некоторое время я прихожу, в храм вижу ее совершенно изменившуюся. У нее возникает, позетова болезнь. Это легкочеглазие, да? Вы помните, видно, что есть вот такое стариками, да? Вот эта женщина красивая, приятная, с красивыми глазами, такой совершенно искаженный, с кучей глазов, с огромными глазами. Я на нее смотрю и понимаю, что эта красота уже исчезла. Но нет этой красоты. Через эту болезнь Господь показывает внутреннее состояние. Насколько это внутреннее состояние проявляется через ее внешность. Конечно, потом она постепенно исцелилась этой болезнью, но это был такой яркий пример проявления, внешнего проявления и проявления болезни человека, который не прощал окружающих людей, который бесконечно осуждал, безудержное рвение каким-то ненужным поступкам. Все это привело к тяжелым последствиям изменения внешности. Ну, ишемическая болезнь сердца. Ну, это бич нашего времени. Но, как пишут святые отцы, причины ишемической болезни сердца – жестокость, отсутствие любви к окружающим. Вот заболевают этим, как правило, не те, которые сострадают окружающим людям, говорят: «О, сострадают, болеют, пропускают через сердце». Да нет, любящее сердце, оно вряд ли подвержено такой болезни. Сердце жестокое, холодное. Оно чаще всего подвергается этой болезни. Потому что любящее сердце врачуется самим Богом. Об этом тоже нужно помнить, дорогие друзья. Ну и, конечно, в основе всего, вот таких несколько примеров, чтобы вы имели себе представление, что в основе каждой болезни, может, какая-то нет попадет и точка, то есть болезни. Но просто пример о том, что в основе лежит, конечно, духовное повреждение. И когда вы чем-то заболеваете, подумайте, почему мне возникла эта болезнь. О чем мы с вами сегодня говорим. Вот, знаете, это вот как бы такое основное понятие болезни, здоровья и лечения врачевания. И поскольку у нас остается мало времени, я хотел коснуться еще одной темы очень важной, которая тоже интересует всех нас, которая является следствием когнитивного осознания
окружающего мира и неправильное отношение к своему предназначению и жизни. Мы с вами говорили о том, что предназначение человека, конечно, благодарит Творца бесконечно, совершает милость, воспитывает любовь к себе. Ну и вступая в брачные отношения, человек, конечно, прежде всего благодарит Творца и умножает тех, кто живет, умножает население, производит себе подобных и, конечно, радуется тому, что что-то делает, что он принимает участие в творении. Потому что Господь дает нам право творить. Вот, сотворив нас и сотворив человека как высшее творение свое, он дает самое главное право. Возможность и обязанность, вот хотел сказать, продолжать творить. Творить красоту и, конечно, продолжать это человечество. Что происходит? Вот гордыня, самолюбие, себелюбие, искажение замысла Творца приводит к тому, что мы сами неправильно воспринимаем не то, что самих себя, что предназначение, как семью искажать, и, соответственно, искажать замысел Творца, как это сюда происходит. Ну, вот, вы знаете, есть такие, репродукция – это как раз произведение себе подобных, да? Репродуктивное здоровье – это здоровье человека для воспроизведения потомства. Репродуктивное здоровье – это человек производить, рожать детей. Но есть репродуктивные технологии. То есть наука ведь она тоже движется и в таком преступном направлении, а иногда в спасительном направлении, когда наука помогает нам изобретать лекарства от тяжелых заболеваний, когда мы с вами понимаем, что те болезни, которые раньше были тяжелые инфекционные болезни, могут лечиться с помощью каких-то определенных лекарств. Тогда вот эта наука идет во главу излечить. Но иногда идет наука во вред, когда не сказать замысел Творца, и вот как раз новая репродуктивная технология, о чем я коротко вам сегодня расскажу, потому что вы очень часто слышите это со стороны телевидения, просто нашу точку зрения православной церкви, хочу сказать, и те тенденции, которые существуют, что все-таки немножко тоже об этом знаю. Ну, вот начнем с такого постулата, да? Неправильное использование новых технологий может отразиться не только на людях, которые их применяют, на их потомстве, но и на общественных отношениях, прежде всего на состоянии традиционной семьи. Какие же технологии так внедряются в наше сознание? Ну, первое – это искусственная инсеминация женщин спермой мужа или донора. Ну, здесь мы с вами, если разделим вот эти два понятия, мы можем с вами сказать, что инсеминация женщины спермой мужа это является достаточно частой медицинской манипуляцией и вряд ли нарушает какие-то этические нормы, правда? Вот. Вторая половина – это донора. Здесь уже мы с вами говорим о том, что искажается замысел Творца семьи. Да? То есть в семью внедряется третий человек, который нарушает целостность семьи и нерушимость брака. Следующее – это экстракорпоральное оплодотворение. Новая технология, когда, видите, как здесь красиво все нарисовано, это с помощью манипуляции вне организма извлекается яйцеклетка из тела женщины и производится оплодотворение вне организма сперматозоидами донора или мужа. И человек начинается вне организма. То есть происходит оплодотворение, а поскольку оплодотворяется несколько яйцеклеток, вы понимаете, технология совсем совершенно, какая-то яйцеклетка может быть, какая-то она может погибнуть, поэтому оплодотворяется несколько яйцеклеток, и часть из них подсаживается снова в женщине, в матку вводится,
И дальше начинается естественный цикл развития беременности. А часть оставляется, оплодотворенные яйцеклетки оставляются, и происходит так называемая криоконсервация. Криоконсервация, мы сейчас об этом с вами поговорим тоже. Следующий путь искажения тоже семейных традиций – это вынашивание эмбриона, то есть оплодотворенной яйцеклетки, а фактически мы с вами говорим о том, что это начавшаяся жизнь суррогатной матери. Ну, очень часто биологическая мама, ну, это сейчас, вот, к сожалению, в связи с болезнями, не может вынашивать, а может и иметь цикл. Поэтому нанимается суррогатная мама, которая подсаживается оплодотворенная яйцеклетка, может быть, даже биологических родителей, и суррогатная мама вынашивает до родов, и затем она обязана отдать своего ребенка биологическим родителям. Это тоже один из путей. Так вот, как бы, это основные вот такие пути, о которых мы с вами сегодня говорим, как современные технологии внедряются в традиционную семью. Какие же основные морально-этические вопросы репродуктивных технологий? Первое – это статус эмбриона. Мы с вами должны понять, здесь возникает сразу вопрос. Эмбрион – это человек или не человек? С какого момента начинается жизнь? Вот, к сожалению, наша Конституция не закрепляет право защиты человека с момента зачатия. А Конституции Венгрии и Чехии, двух стран в Европе, уже законодательно закрепили защиту права человека на жизнь с момента зачатия. Частично это соблюдается в Италии. Мы с вами сейчас коснемся этого. Но, к сожалению, у нас пока идут дебаты, дискуссии, и мы просим о том, чтобы к этому вопросу подошли серьезно. Тогда ребенок, который находится, эмбрион, как его называют, а фактически это человек в утробе матери, да, чтобы он получил такую же защиту, как мы с вами. То есть тогда все вопросы уголовного, гражданского законодательства и далее будут касаться этого маленького человека, который находится в утробе матери. Тогда все встает на свои места. Никто не может его не убить, никто не может его использовать в каких-то научных целях, потому что он находится под защитой Конституции и основных прав, которые мы с вами имеем. Ну, вот этот подход, значит, если говорить о том, что такой консервативный подход требует запрета любых манипуляций с эмбрионами человека, с человеком на любых стадиях его развития. Нельзя вмешиваться. Что мы здесь имеем в виду? Прежде всего, конечно, это использование стволовых клеток и использование фетальной, так называемой терапии, фетальная терапия, которая использует эмбрионы в качестве материала для лекарств, для омоложения. В Швейцарии есть целые клиники, которые работают на эмбриональном материале, поставляемом как раз из России. Так вот, те абортированные, скажем, младенцы, этот материал поставляется в клинике, и они используют этот материал для омоложения богатых клиентов. То есть вот так используются наши с вами граждане, которые могли бы родиться и жить. Второй подход, вот, про который я сейчас с вами говорю, допускает использование эмбрионов человека в программе экстракорпорального оплодотворения и вообще любые эксперименты на эмбрионах. Вот о чем я вам с вами уже говорил: фетальная терапия, лечение стволовыми клетками и так далее, то, что сейчас так широко используется. Вот. Знаете, что стволовые клетки везде сейчас, они говорят много, но вот я сразу, для того, чтобы мы не будем касаться больше стволовых клеток, для того, чтобы вы с вами уточнили, что стволовые клетки – это эмбриональные клетки, из которых может развиться любая ткань. То есть это еще не дифференцированные клеточки, из которых может развиться сердечно-сосудистая система,
нервная система, костная система и так далее. И это используется тем, что стволовые клетки подсаживаются, скажем, в кожу, да, и они приобретают свойства кожи и омолаживают, то есть обновляют кожу. Если подсаживаются в мышцу сердца, то значит приобретают эти клеточки свойства мышцы сердца, клеток мышцы сердца, и, соответственно, исчезают рубцы после инфарктов и так далее. Что является поставщиком эмбрионами? Конечно, стволовых клеток. Несомненно, это маленькие эмбрионы, это маленький человечек, который в матери. Но сами говорят о том, что кроме этого есть еще пуповина, которая тоже есть стволовые клетки. И вот православная церковь говорит о том, что да, учитывая необходимость развития новых медицинских технологий, использовать из пуповины, когда рождается уже человек, из пуповины можно использовать стволовые клетки. Из пуповины, которая соединяет младенца, да, с плацентой, то есть фактически ребенка с мамой. Эти стволовые клеточки можно использовать, но нельзя их использовать непосредственно из младенца. Из эмбриона, который зачастую, абортируясь, используется как поставщик стволовых клеток. То есть это мы вот этот вопрос коснемся. Криоконсервация, о чем вот мы с вами говорили. Что когда происходит экстракорпоральное оплодотворение, это методика, когда оплодотворение происходит вне утробы матери, оплодотворяется несколько яйцеклеток и посаживаются не все яйцеклетки, как правило, по нашим технологиям подсаживаются 4 оплодотворенные яйцеклетки в организме матери, и, соответственно, они могут развиваться. Если, как правило, не все они приживаются, из них может 1 или 2, поэтому многоплодные беременности сейчас очень часто ставят, да? Но если у женщины оплодотворяются все 4 яйцеклетки, возникает многоплодная беременность, производится редукция. То есть умерщвляется уже развившиеся младенцы, скажем, 4. Она говорит, я не могу 4 вынашивать. Ее спрашивают. Ну что, тогда мы 2 вам оставим 2. Происходит редукция. Убийством введения вещества умерщвляются уже вот эти маленькие эмбриончики, происходит редукция. Вот. Кроме того, вот оставшиеся оплодотворенные яйцеклетки, они подвергаются криоконсервации. Что такое консервация? Это замораживание. То есть их специально помещают в колбы, замораживаются для того, чтобы можно было при желании женщины, чтобы не производить еще раз вот эту процедуру изъятия яйцеклеток, можно было ей подсаживать вот эти замороженные яйцеклетки. Ну, естественно, что не каждая женщина востребует, проходит время, и что происходит с ними? Они просто погибают. То есть маленькие жизни, маленькие младенчики, которые уже начали жить, которым Господь дал душу, если говорить об учении православной церкви, они погибают. Погибают. И это тоже очень серьезный вопрос, морально-этический вопрос, который поднимается. Но, как бы считают уже, согласно этическим нормам, что они должны быть только, то есть если оплодотворена одна яйцеклетка, ну как говорят, ну хорошо, давайте найдем компромисс. То есть одну клетку оплодотворили, одну клетку подсадили. Все. Никаких больше. Или как в Италии действует закон. 3. Не больше 3. Подсаживают 3 и 3 вынашивают. То есть 3 оплодотворили, 3 вынашивают. Это по закону Италии. И только мы наставим, ну, как бы, биомедицинская этика, ученые, занимающиеся, говорят о том, что это должно делаться только бесплатно. Только бесплатно. Никакого коммерческого подхода здесь не должно быть. Мы с вами знаем, что сейчас государство у нас дает огромные средства на программу экстракорпорального оплодотворения для решения демографических проблем. Вот. Это включено даже в систему обязательного медицинского финансирования за счет обязательного медицинского страхования, что очень нарушает наши с вами права. Дальше выбор пола. Опять-таки, ну, есть же тоже такой подход сейчас.
То есть если не устраивает женщину пол, скажем, она хочет мальчика или девочку, то достигает тот срок, когда производится ультразвуковое обследование. Если женщина ждет девочку, а не мальчика, если мальчик, то мальчика, значит, убивают. Ну, так вот, если говорить нормальным языком, то происходит убийство. Мальчик, потому что хотели девочку. Тоже этот вопрос сейчас очень широко встает. Ну, суррогатное материнство, оно как в любом варианте, оно не воспринимается православной церковью, и это большая этическая проблема, потому что это нарушение целостности семьи. В семье возникает третий человек. То есть фактически это измена, когда не двое в семье, а трое. И это уже искажение замысла Творца, что должны быть мужчина и женщина, которые должны поддержать свою роль. И то есть другие обсуждения, вот с нашей точки зрения, они просто невозможны. Это просто неприемлемо. Суррогатное материнство ни в каком варианте не может быть. Но фактически у нас суррогатное материнство было разрешено с введением в 1996 году в действие Семейного кодекса Российской Федерации. Ну, искусственная инсеминация. Опять-таки мы с вами сказали, что возможно только инсеминация с первой мужа, если есть препятствия у женщины для естественного зачатия или у супруга. Какие проблемы? Ну, а есть же, когда женщина прибегает к искусственной инсеминации, возникает вопрос донора. Кто является донором? Поскольку информация о доноре является конфиденциальной, и женщина не знает, кто является донором. Во-первых, это могут быть близкородственные отношения. Во-вторых, это могут быть отцом детей, многих детей, может быть, один какой-то папа, который является донором. То есть возникает много этических вопросов, которые делают как бы невозможным с этической точки зрения. Ну и, конечно, мы не знаем, в каком состоянии здоровья находится донор, какие у него генетические предрасположенности и что будет наследовать ребенок. Вот люди, вступающие в брак, они же немножечко друг друга знают все-таки, да? Изучается, сейчас очень строго подходит к этому, и изучается наследственность, то есть там прослеживается, там, скажем, какие болезни, предрасположенности, знакомятся близкие родственники. И то есть мы имеем представление о том, кто будет, скажем, невестой, женой нашего сына. Так? То есть мы имеем представление, что можно ожидать в нашем потомстве, какие болезни, какие генетические предрасположенности. В этом случае информации никакой нет. Это тоже, в общем, как бы нарушение информированного согласия. Ну, здесь просто говорим, что светский подход говорит о том, что, во-первых, только гетеросексуальные пары, мы с вами знаем, что сейчас уже выращивают детей для однополых браков, что вообще просто недопустимо, но, слава богу, в нашей стране это пока не закреплено законодательством. Но все-таки мы с вами тоже недалеко, мне кажется, это находимся. Вот это основные моменты, о которых хотел вам сказать в плане новых репродуктивных технологий и о инициативе патриарха. Я думаю, что вы об этом тоже знаете. В завершении хочу сказать, что Святейший Патриарх Кирилл выступил за полное запрещение аборта в нашей стране. Этот вопрос очень широко сейчас обсуждается, мы собираем подписи, есть много противников. Но почему возник такой ход, почему возник такой путь? Потому что первое обращение Русской Православной Церкви к нашим законодательным органам было о том, чтобы исключить аборты из обязательного медицинского страхования. Мы не должны с вами финансировать аборты. Мы с вами, которые выплачиваем страховые взносы, из этих взносов не должны оплачиваться аборты. И мы сначала говорили об этом, но это тоже не было принято.
Поэтому вынуждены пойти были на крайнее заявление, когда патриарх выступил за полное прекращение абортов, чтобы как-то привлечь внимание общественности к этой очень важной теме. А аборт – это тоже одна из новых репродуктивных технологий, которая, конечно, уже имеет более длительную историю, не такую, как вот те методики, о которых я вам рассказывал. Но, тем не менее, сейчас в условиях жесточайшего демографического кризиса и уже более нравственного подхода человека к вопросам жизни и смерти, о чем мы с вами сегодня говорили, да, и мы не можем убивать себе подобных, не можем быть с вами людоедами, а мы с вами сказали, что уже многие страны пошли по тому пути, что они признают начало жизни с момента зачатия, конституционно закрепляют это, то мы, естественно, с вами должны идти по этому пути нравственного. Ну и вот из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Вы знаете, что есть такой документ, который был принят в 2000 году. Там как раз все вопросы здоровья человека и вопросы новых технологий очень хорошо освещены. Если вы захотите почитать, то здесь есть в библиотеке тоже книга «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Мы, по-моему, такую давали, у вас, по-моему, была книга. Вот. Она выпущена в 2000 году, ну или в интернет можете посмотреть. Там есть отношение как раз Русской Православной Церкви, официальная позиция к вопросам здоровья человека и вопросам новых биомедицинских технологий. Ну и вот выдержку из основ социальной концепции. Расширяющее технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной целостности и физического здоровья личности. Под угрозой оказываются и отношения между людьми, издревле лежащие в основании общества. То есть, если мы с вами внедряемся в замысел Творца о человеке, значит, мы изначально нарушаем взаимоотношения между людьми в обществе. Потому что такое отношение порождает различия и конфликты в самом обществе. Это неизбежно. Ну и завершая свою лекцию короткую, по-моему, по времени я уложился сейчас 20 минут. Все как положено. Академические 2 часа без перерыва. У нас была выставка недавно. Рождественский дар. Были красивые очень иконы представлены. Это ультрафиолетовые технологии изображения на стекле. Очень красивые были иконы. И вот вы видите икону Стефана Пермского. Необычная совершенно икона. Производитель этой иконы, предприятие, которое делает икону, передал в дар икону Стефана Пермского, Свято-Стефанского кафедрального собора. Поэтому вы можете прийти и увидеть в нижнем пределе эту икону, которая, ну, в общем, очень такая необычная, красивая и доставит вам много радости. Вы просто посмотрите, как новые технологии, опять-таки, не нарушают, как мы говорим с вами, да? Новые технологии не должны нарушать традиции. Можно, да, может что-то изобретать, но это не должно нарушать традиционный уклад жизни. Так вот, когда изобретаются технологии, которые позволяют создавать иконы, образы, которые хранятся дольше, которые украшают дома, церкви, это преемственность называется. Я хочу вам пожелать завершения вот такой преемственности, чтобы мы с вами сохраняли свой духовный уклад жизни, чтобы мы заботились с вами о своем здоровье, но чтобы это попечение здоровья не было чрезмерным. Потому что человек призван для трудов. И, проходя этот земной путь, не жалейте себя для добрых дел. Не жалейте себя. Чем вы будете больше себя жалеть, тем вы будете больше болеть. Когда человек трудится, когда он понуждает себя делать добрые дела, у него меньше времени болеть, и он дольше не стареет. Я хочу вам этого пожелать, дорогие мои, чтобы вы подольше оставались здравыми, бодрыми и, конечно, любящими. Спасибо вам большое.
Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, у нас с вами. Да? Ну, знаете что, это, как правило, потеря, вот так, когда мы рассуждали, как правило, потеря опоры в жизни. Если вы потеряли опору в жизни, а, как правило, опора должна быть духовной прежде всего, то тогда, конечно, у человека возникают вот проблемы с позвоночником и с костями. Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к кредиту? Кредит там положительный. Положительно, то есть все-таки отрицательно. Это печально. Значит, я работаю в детской поликлинике, и мамы, Нет. которые говорят, Нет, что вы у не них отрицаете. религиозные соображения, значит, они лукавят, да? Они лукавят. Они лукавят, потому что сами, я сам сейчас буду Спасибо вам большое. Вот грипп и гепатит, там, конечно, пожелания. А все остальные... По национальному